Документы, теплые вещи и запасная обувь. Готовясь к очередному вылету, Андрей Ильин перепроверяет содержимое рюкзака. Здесь важно учесть все нюансы. Даже у столовых приборов свое место. Кружка, чашка, ложка. Это специально сверху лежит, да? Да. Ну, чтобы перекусить это под рукой, если в полете там долго летаешь. Вещей должно хватить на 20 дней. Примерно столько отряд проведет в сложнейших полевых условиях Заполярья. Спасателям предстоит сопровождать ледоход на Колыме. Вес этого рюкзака 25 килограммов. И это только личные вещи. Кроме того, в обязательный комплект входит снаряжение для десантирования с вертолета, надувная лодка и провизия. Всего на группу из 4 человек получается до 400 килограммов. Уже 9 лет Андрей, так же как и его сослуживцы, готов по первому звонку отправиться в любую точку региона. Жизнь и здоровье людей для них превыше домашнего уюта. Да семья привыкла уже. Вот единственное, что, наверное, не успею на последний звонок к сыну. Хотелось бы, конечно, побыть, поприсутствовать, но ничего, переживут. Группа номер 1. Лена, старший лейтенант Шмелев, служащий Ядрихинский, служащий Абрамов. Это последнее общее построение перед тем, как отряды специалистов разлетятся в разные концы региона. Они будут обеспечивать безопасность жителей Якутии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории республики по контролю за паводками, по мониторингу и контролю за прохождением весеннего половодья создано 6 межведомственных оперативных групп, куда входят специалисты Главного управления, спасательные службы, взрывные команды. Под особым вниманием крупные реки Якутии – Лена, Алдан, Колыма и Вилюй. В зоне возможного затопления 121 населенный пункт. Спасатели готовятся к худшему варианту развития событий. Мы видим ситуацию по стране. В этом году половодье идет очень сложно. Поэтому, а наши реки намного крупнее, чем тех, которых сейчас проблемы возникают. Поэтому в полной готовности ожидаем. Когда реки начнут вскрываться, спасатели должны быть в полной готовности на своих постах. Первая группа направится в Ленск до конца апреля. Весеннее дежурство каждого отряда по прогнозам продлится около месяца. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев. Вести. Якутск.